В середине XIX века в России была введена всеобщая воинская повинность. Ингуши, как и многие другие мусульманские народы, не отбывали ее, а платили взамен нее налог. Однако ингушские и регулярные воинские образования участвовали во всех внешних войнах Российской империи. В ходе этих войн, несмотря на всю их ожесточенность и драматичность, зарождалось и крепло военное сотрудничество Российской императорской армии с новыми боевыми товарищами. Также нарабатывался опыт привлечения их на русскую военную службу. Есть сведения о участии ингушей в Отечественной войне 1812 года. В Крымской войне около 40 ингушей служили в Кавказско-Горском полку, 200-я горская милиция, воевавшая на Кавказском фронте, прославилась мужеством и решительными действиями. По окончании войны бронзовыми медалями были награждены 320 всадников и 80 офицеров. Особенно широкий размах приняло участие народов Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Русско-турецкая война 1877-1878 годов – одно из крупнейших событий XIX века не только из-за масштаба военных действий, но прежде всего вследствие ее огромного значения для развития балканских народов по пути прогресса. Независимо от цели и побеждения держав, участвовавших в войне, вовлеченных в восточный кризис, русско-турецкая война 1877-1878 годов закончилась победой русского оружия. Мир был подписан. Главным ее результатом было образование болгарского народа. Поэтому последнюю русско-турецкую войну XIX века болгарский народ с гордостью и по праву называет освободительной. Ингушский конный дивизион под командованием Банухоба Зоркина участвовал в войне в составе Терско-Горского конно-иррегулярного полка, который был включен в состав Кавказской казачьей дивизии знаменитого генерала Скобелева. Ингушский дивизионный полк выступил в поход с пурпурно-алым почетным знаменем, пожалованным императором Николаем I за верность и преданность России ингушскому народу в 1841 году. В период с октября 1877 года по октябрь 1878 года всадники и офицеры Ингушского дивизионного полка приняли самое деятельное участие в боях Рощукского отряда. За боевые отличия в бою при Кацлеве 22 всадника Ингушского дивизиона были награждены знаками отличия военного ордена 4-й степени, которым награждались только нижние чины. 5 ингушей офицеров за мужество и личную храбрость были награждены различными боевыми орденами и повышены в чинах. В первый офицерский чин прапорщика был возведен Анзор Боров, который собственноручно пленил командира турецкого эскадрона. Осенью 1877 года ингушские всадники первыми приняли участие в испытании нового оружия, поступившего в ряды действующей армии. Это пероксилиновые ракеты, изобретенные русским ученым генералом Нечаевым. Небольшой отряд, состоявший из более 20 ингушских всадников с прапорщиком Мальсаговым, ночью 5 ноября 1877 года скрытно прокрался к Соленикскому отряду турок и, выпустив по нему 6 ракет, нанесли большой урон противнику. В течение января-февраля 1878 года ингушские всадники практически без передышек воевали на земле Болгарии. Массовый героизм проявили ингуши в боях под Шумой, Варной и Рющуком. Более 30 всадников и офицеров Ингушского дивизионного полка были удостоены различных боевых наград. Личный состав дивизиона, понеся огромные потери во время войны, сократился почти на четверть. 17 апреля 1878 года Ингушский конный дивизион величайшим указом императора Александра II был удостоен самым почетным стягом Российской императорской армии – Георгиевским зданием с надписью «За отличие в турецкую войну 1877-1878 годов».